Если ЦИК продолжает играть в политику, то правоохранительные органы сейчас демонстративно ни во что не вмешиваются. Еще 5 октября они водометами и гранатами разгоняли митинговавших на площади Алато, а уже через 4 дня, 9 октября, оказались сторонними наблюдателями не менее экспансивного митинга на той же самой площади. О настроениях среди правоохранительных органов Андрей Токамбаев побеседовал с ветераном кыргызской милиции, полковником в отставке Александром Зеличенко. Александр Леонидович, то, что произошло 5-6 октября, у многих наших сограждан вызвало не только смятение, страх, возмущение, но и некое ощущение дежавю. Потому что и в 2005 году, и в 2010 году происходило приблизительно то же самое. То есть огромная многотысячная толпа выходит на площадь, и милиция оказывается не способной что-то с этим сделать, а дружинники оказываются как бы даже вне правового поля. В чем, на ваш взгляд, причина вот такой ситуации и как можно ее предотвратить? Ну, свой ответ я бы разделил на 2, а то и 3 составных части, которые друг от друга очень зависят. Причем вот именно в таком порядке, как я буду говорить. Первое – это полная, так сказать, деморализация полиции, милиции в нашем случае. Милиционеры не хотят рисковать, милиционеры не хотят в полной мере применять то, что им позволено применять в рамках закона. Они просто не хотят, потому что боятся последствий этого применения. Вы сами сказали, дежавю, да, дежавю. Дежавю началось еще раньше, с 2002 года. Во времена аксайских событий. Ну, я не буду называть. И заметьте, я сейчас совершенно не вне политики. Я не рассуждаю, что хорошо, что плохо, аксы хорошо или плохо. 2005-2010, неважно. Я говорю только об алгоритме действия полиции в этой ситуации. Да, да, вот тогда было положено начало, и люди, которые выполняли свои прямые служебные обязанности, пафосно говоря, выполняли свой долг, были отданы под суд и сделались крайними. Все. И что ожидать от такого полицейского? Даже при всем при том, что государство подняло зарплату в разы, заметьте, все равно это совершенно неадекватно тем усилиям, которые он, так сказать, употребляет, неся службу. Поэтому милиционер, от него ожидать чего-то такого, чтобы, конечно, позорно, что они убегают, оставляя службу. Конечно, особенно это недозволительно отцам-командирам, понимаете, с большими званиями и звездами. Это совершенно иная песня, и с ними надо разбираться по всей жесткости. Вплоть до привлечения к ответственности за дезертирство. Я считаю, что это именно так, когда ты оставляешь своих подчиненных и скрываешься, и тем самым не хочешь брать ответственность совершенно, это дезертирство. Чем бы оно, так сказать, не оправдывалось, понимаете? Так вот, первое – это полная деморализация. Я бы рекомендовал сегодня, я уже писал об этом, новому исполняющему обязанности президенту, не поручать это министрам, не поручать это своим подчиненным. Лично надо встретиться с личным составом, лично с офицерством встретиться в МВД, провести расширенную коллегию, обратиться к ним с призывом: вернитесь на службу, несите службу в полном объеме. Я буду, так сказать, если вы не нарушаете закон, я буду всегда на вашей стороне, они должны это понять. Пока это не случится после одного его выступления. Нет, конечно. Но череда таких выступлений, череда обращений, и особенно его действий, модус, как я люблю говорить, модус вивенди и модус операнди, это должно совпадать. Когда сотрудники почувствуют, что доверие возвращается, и что руководство с ними, они начнут выполнять свой долг в полном объеме. Это первое. Поднять дух сотрудников. Без этого мечтать о том, что что-то такое произойдет, не стоит. Второе – это выучка, конечно, обучение. Обучение доказано давно уже на практике, и нас это учили, и в теории я сам учил этому, что 100 хорошо вооруженных и отмобилизованных сотрудников, которые выучены, обучены, имеют оборудование, они могут свободно противостоять 2, а то и 3 тысячам человек толпы. Они могут это делать, понимаете? Существует определенная тактика, стратегия, как это надо делать. И одно время с привлечением специалистов ОБСЕ, полицейских со всего мира по линии ОБСЕ, привлекали сюда, после волнений 2005 года, их привлекали сюда, и они обучали
То есть, Весь мир. Вы хотите сказать, что наши сотрудники правоохранительных органов еще и обучены прекрасно? К сожалению, нет. Понимаете, вот получилось так, что тогда обучили. Те, кто обучился, они всяческим образом рассеялись. Кто ушел на повышение, кто уволился, кто заболел. Это текучка кадров, это страшная вещь в полиции. Это мы когда обучали здесь полицейских, через 4 месяца приходишь в ту же аудиторию, в тот же райотдел, и ты уже видишь совершенно другие лица. А где они? А откуда нам брать на повышение ребят? Понимаете? Конечно, среди обученных хорошо. Переводятся на другие должности, всячески. Поэтому это должно быть постоянно. Я бы рекомендовал нынешнему руководству обратиться к ОБСЕ, чтобы еще раз провести широкое обучение. Оно есть, оно существует, понимаете? И самое главное в этом, вот аксиома, постулат, если хотите, во время вот таких вот демонстраций, митингов, полиция всего мира применяет силу, она на то и полиция, понимаете, ее для этого обучают. Но как это будет все применяться? Адекватно. То есть самое главное, не допустить столкновений физических. Полиции с демонстрантами, полиции с митингующими. А вот я не поверю ни за что нет никаких должностных инструкций на этот счет. Конечно, но представьте себе, многотысячная толпа, по некоторым оценкам более 10 тысяч человек собралась на площади. Неужели не прописано где-то вот что и как поступать в этой ситуации? Нет, прописано. И еще раз говорю, это все прописано, и теоретически ребята с этим знакомы. Но практически они этого никогда не применяли. А вы понимаете, что это такое? Это теория без практики, когда-то говорили, как утюг без электричества. Понимаете, ты можешь быть великолепно теоретически подготовлен, на зубок знать инструкцию служебную, но если ты ее никогда не применял на практике, это все. Поэтому нужно обучение и оснащение соответствующее. Еще раз, не допустить столкновения с толпой, физического соприкосновения. Вот это самое главное. То есть это могут быть шумовые гранаты, это могут быть газы, это может быть все что, вплоть до собак в наших условиях, вот их не применяют. Как-то так считается, вот мусульманская страна, здесь как-то не принято. Во всем мире применяют этих собак. И мне кажется, в наших, когда вот эти ребята, которые приехали, не видели в работе служебно-розыскную собаку, если бы против них вывели 100 псов, я не говорю, что их пускать на фас, все, загрызли. Но когда просто собака, разъяренная на тебя, реагирует, уже совершенно по-другому ты к этому относишься, чем на этого полицейского, который с дубинкой вокруг тебя бегает. Это твой земляк, это твой родственник, это все что угодно, понимаете? Его же не воспринимают. Достаточно таких По большому счету его не воспринимают, это тоже проблема. Как сотрудника милиции, как представителя власти. Понимаешь, это одноклассник, это мы вместе служили в армии, мы вместе за одной девчонкой уходили. Вот так примерно. А что ты сейчас мне тут пальцы веером делаешь. Вот такое отношение, а его не должно быть. Понимаете? Должны люди четко понимать, что это представитель власти. Вот примерно вот так на этих двух составляющих я остановлюсь. И если они будут соблюдены, и если нам это удастся сделать, то это будет здорово. Касаться другой силы, да, именно дружинников. Да. Вот почему они оказываются все время вне правового поля? Что необходимо, какие изменения необходимо сделать? Я думаю, что именно то, что побоялись узаконивать эти дружины после 2010 года. Я думаю, что именно побоялись, хотя я категорически против, их надо узаконить. Что такое? Это же вот и есть английское слово «милиша». Это ополчение народа, понимаете? Ополчение народа, которое встало на защиту себя, своих семей, своей собственности. Это вот и есть. Полиция – это другое. Вот когда у нас говорят, а что там сменили вывеску, одно слово заменили другим. Нет, полиция – это уже совершенно… Полиция – это специально обученные специалисты, которые уже выполняют в полном объеме именно разыскные все действия, понимаете, охрану общественного порядка несут так, как их учили. А милиша – это вот дружинники наши, просто говоря. Но ведь если не вводить в правовое поле дружинников, то может произойти и иное, вот превращение дружин в военизированные группировки, а их руководителей в преступных полевых командиров. Поэтому в наших условиях надо все очень, опять же, все очень четко регламентировать, понимаете, законодательно регламентировать. В каких случаях они могут привлекаться? Это не то, что там люди раз, бам, бум, собрались, побежали с кольями. И были же такие случаи, одевали жилетку дружинника и выступали на стороне одного человека, политического лидера. Да? Мы же и сейчас это видели.
по большому счету. Так давайте, да, их надо узаконить обязательно, с ними надо работать, их надо обучать. Допустим, в советское время, я хорошо это помню, выходили каждый день на службу, вот у меня в Таласе, где я был начальником милиции, каждый день выходили трудовые коллективы, представители трудовых коллективов, то это были педагоги школ, вечером выходили, то это была областная больница, выходили 50 человек дружинников по городу, они патрулировали вместе с сотрудниками милиции. Они предварительно обучались, как это надо делать, приходили к ним сотрудники, не надо обучали. изобретать велосипед, Да. все уже это уже да, есть. это все есть, Надо это просто только вернуть. это надо все вернуть, научить их. И когда нужно, объявить там старших, которыми милиционеры бы держали. Очень И интересная прочее, тема. К сожалению, время нашего разговора уже подходит к концу. Известно, что пройдет совсем немного времени, и наступят следующие выборы. И вот чтобы следующие выборы не стали очередным раундом вот подобной же ситуации, что бы вы хотели пожелать руководству страны, согражданам и вашим коллегам, сотрудникам правоохранительных органов? Но прежде всего не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Прежде всего. Потому что если мы начнем углубляться дальше, это все тема большого-большого разговора. Не поддавайтесь панике и не идите за дешевыми посулами. Все. Большое спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Спасибо вам.